Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана провел рабочее совещание по вопросам АПК. Главы МИД Туркменистана и Казахстана обсудили вопросы расширения сотрудничества. В Туркменистане планируют увеличить количество заправочных станций и другие новости. Президент Сердар Бердымухамедов провел рабочее совещание с участием заместителя председателя Кабинета министров Атахалыева и Хакимов Вилаятов, на котором обсуждались вопросы, связанные с положением дел в агропромышленном комплексе. Глава государства подчеркнул необходимость организации на высоком уровне осуществляемых в настоящее время агротехнических мероприятий, обеспечения слаженной работы всех задействованных структур и адресовал в этой связи вице-премьеру соответствующие указания. Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу в ходе встречи в Астане обсудили ряд вопросов двусторонней повестки дня. Стороны высказались за углубление культурных и научно-образовательных контактов и развитие взаимодействия в области здравоохранения, спорта и других сферах. В Туркменистане предпринимаются шаги по дальнейшему увеличению количества точек заправочных станций. Как сообщалось на заседании правительства 31 января, в настоящее время проводится масштабная работа по созданию в столице и вилаятах новых жилых комплексов, промышленных зон и различных производств. В данной связи предпринимаются шаги по увеличению количества точек обслуживания потребителей нефтепродуктов. Делегация Туркменистана во главе с председателем Демократической партии Ата Сердаровым посетила Эфиопию, где приняла участие во втором конгрессе правящей партии «Процветание» и провела ряд важных встреч на высшем уровне, включая переговоры с президентом страны Тае Ацке Селасие. В ходе трехдневного визита туркменская сторона выступила с инициативой установления партнерских отношений между Демократической партией Туркменистана и партией «Процветание» Эфиопии. Во главе с заместителем министра иностранных дел Ахметом Гурбановым делегация Туркменистана приняла участие в первом заседании Комитета высокого уровня заместителей министров иностранных дел стран Организации экономического сотрудничества, проходившем в Тегеране. В своем выступлении Ахмет Гурбанов подчеркнул, что Туркменистан, будучи ответственным членом международного сообщества, остается приверженным укреплению регионального сотрудничества в рамках ОЭС. Правительство Беларуси официально сложило свои полномочия в соответствии с конституционной процедурой. Президент Александр Лукашенко, в свою очередь, издал указ, согласно которому текущий состав правительства продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров. Это решение распространяется на премьер-министра, его заместителей, министров, председателей государственных комитетов и руководителя аппарата Совета министров. Правительство России дополнило список зарубежных высших учебных заведений, чьи дипломы автоматически признаются на территории России. В обновленном списке теперь находятся 384 образовательных и научных учреждения из 36 государств. В конце января список пополнился 14 новыми вузами, среди которых представлены учебные заведения из Австралии, Египта, Италии, Люксембурга, Португалии, Австрии, Великобритании, Германии, Малайзии, ОАЭ, США, Чехии и Ирана. В первом туре хоккейного турнира среди мужских команд на 9-х зимних азиатских играх, проходящих в Харбине, хоккеисты китайского Гонконга одержали сокрушительную победу над командой китайского Макао со счетом 26-1. Встреча прошла в рамках группы Си, где также выступают сборные Туркменистана и Индии. Свой первый матч на турнире сборная Туркменистана проведет 5 февраля против команды Макао. 6 февраля встретится с индийскими хоккеистами, а завершит групповой этап 9 февраля встречей с командой Гонконга. Саудовский футбольный клуб Аль-Наср одержал победу над Аль-Васлом из ОАЭ в домашнем матче 7-го тура Азиатской элитной лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 4-0 в пользу хозяев. Дублем в составе хозяев отметился португальский форвард Криштиану Роналду. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.